В Уфе спасатели искали в лесу блогера. Таким образом, аварийно-спасательная служба Республиканского госкомитета по ЧС продемонстрировала работу своего четвероногого сотрудника. Пес Торин занимается поиском потерявшихся людей и пострадавших в ходе техногенных катастроф. Подробности у Анастасии Ильчебаевой. Еще такая рекомендация: лечь лицом вниз. Объясню почему. Он очень любит лаять в лицо, чтобы вас не напугал. Ладно. Можете лечь лицом вверх, пожалуйста. Ему все равно, но вам будет не очень приятно. Ладно. Ну ты меня сильно не ругай. Глядя, как Торин выполняет команды своей хозяйки, кинолога Надежды Отвесовой, кажется, что он способен понять любую просьбу. Но с этим сотрудником аварийно-спасательной службы не договориться. Ищет быстро, лает громко. Вы можете, вот так зайти и вот как-то петлю сложить. Можете напрямую, как хотите. Там вот ямки разные есть. Задача Романа — спрятаться как можно лучше, но место для засады он выбирает по своим критериям. Да, надо где-то на более солнечную сторону, потому что пенка есть, загорать можно. Пока Роман пытается затеряться в трех соснах, Надежда показывает нам рабочий инвентарь Торина. Навигационный ошейник определяет местоположение собаки и отправляет информацию на трекер, чтобы потом можно было посмотреть, какие зоны могли пропустить. Торин ищет не по конкретной вещи потерявшегося, а по человеческому запаху. Благодаря этому найти он может любого, но без чего работать не будет, так это колокольчик. Это сигнал для собаки, что ты сейчас идешь работать. То есть вы же видите, допустим, я сюда до леса шла, и он не искал людей, не пытался там на кого-то лаять, обозначать и так далее. А вот сейчас, когда мы оденем колокольчик, он будет понимать, что он на поиске, он должен искать людей, и всех найденных должен обозначать. С собой еще у меня игрушка и лакомство. Это его заработная плата. Грустным взглядом за подготовкой Торина наблюдает его напарник. Артега уже на пенсии. Это первая собака Надежды. Но, несмотря на свой возраст, пенсионер рвется в бой. Эй! Вот он тоже, он понимает, что происходит, тоже хочет работать. Пира, вперед ищи. Пока Торин стрелой прочесывает местность, Роман отдыхает. Замерзнет ли он, зависит от четвероногого поисковика. Есть несколько способов обозначения. Вот один из способов обозначения — это как раз-таки лай. Вот у меня собака залаяла, дал ее обозначение. Нужно сходить проверить. Смотрите, рядом. Нашла. Вот, спасибо. И не лает даже. Да все, я понял. Ранним морозным утром это самое лучшее средство проснуться. Поиски заняли всего несколько минут. Эксперимент повторили еще раз, чтобы выяснить, не случайность ли это. Но нет, оказалось, опыт и тренировки. И как можно отказать и размять лапы загрустившему Артега. Состояние здоровья ставит ему дополнительный барьер. Несмотря на то, что уже не работает, но он ездит на тренировки, потому что ему это нравится. Он вырывается, знает, что тоже искать пойдет. Ну и вот мы его веселим, вот так скажем, где... На техногенный я его уже не вывожу, на тренировки не отпускаю, потому что он очень плохо видит, почти полная потеря зрения. И в целях его безопасности, только в лесу. Это же вот как энергия, наверное. От собаки чувствуется то, что она бежит тебя не покусать, она тебя бежит именно спасти. И поэтому, наверное, очень даже спокойно. И я считаю, что надо больше вот это развивать, потому что я до этого не сталкивался. Наверное, слава богу, что не сталкивался с таким видом деятельности. И крайне удивлен. Это сейчас выглядело словно игра, но на службе от Торина зависят чьи-то жизни. Если мы говорим про лесные поиски, это большая территория, и ту территорию, которую мы с ним проверяли, там никого не было, и мы выходили и говорили со стопроцентной гарантией, что там никого не было, это действительно было так. Мы экономили время и силы, да, и он дважды работал на техногенных завалах, где точно так же, слава богу, никого не было. И тут тоже очень важный момент, что после того, как выходит кинолог с завала и говорит, что там никого нету, может к разбору приступить большая крупная техника, это большая ответственность. Но после работы можно выдохнуть. В отличие от других сотрудников аварийно-спасательной службы, зарплату Торин получает на месте. Обещанная игра. Со своей хозяйкой они уже давно понимают друг друга без слов. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов. Новости Уфа.